Тем временем в Коми продолжается прием заявок на арктический гектар. Сегодня в работе 21 заявление. Есть и коллективные заявки под создание бизнес-проектов, фермерских хозяйств, строительство жилых домов. Об этом накануне в программе «Личный прием» рассказал председатель Комитета имущественных и земельных отношений Республики Александр Сажин. Всего под арктический гектар в Воркуте, Усинске, Инте и Усть-Цельме определено 50 территорий. Это более 4000 гектаров. Заявки поступают, очень много вопросов, люди интересуются. И напомню, что с 1 августа по 31 января заявления на арктический гектар могут подать только жители арктических территорий нашей республики, а с 1 февраля это смогут сделать все жители Российской Федерации. Заявления у нас подаются непосредственно в администрацию муниципального образования, через МФЦ, через Росреестр, но основной канал, конечно, поступления заявлений – это федеральная информационная система «Гектар в Арктике РФ». Кроме того, Александр Сажин ответил на вопросы по гаражной амнистии, судьбе заброшенных зданий в городах и районах Коми и участи земель, зарастающих борщевиком. Так, в южных районах ведется работа по определению хозяев паевых сельскохозяйственных угодий, розданных после ликвидации совхозов. Если земельный участок зарастает борщевиком, предусмотрены штрафные санкции и даже изъятие. Правда, в Коми таких случаев еще не было.